Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллаху фикум всем, кто пришел на сегодняшнюю лекцию. Спасибо хазратам, которые тоже позволили провести лекцию. Мы сегодня поговорим на тему эффективного управления финансами по нормам ислама. И меня зовут Сахиб Абдуллаев. Я специалист, меня вот назвали специалист, я себя специалистом по исламским финансам не считаю, потому что я буду рассказывать, в принципе, то, что должен каждый мусульманин. Вот кто здесь сидит, он, в принципе, уже 90%, наверное, того, что я рассказываю, должен знать. То есть это фарду ляйн. Мы с вами каждый день покупаем что-то, продаем у дома, покупаем хлеб, это все относится к торговле. Вот, поэтому мы должны изучать и получать эти знания. Я окончил бакалавриат, магистратуру в Москве, высшей школе экономики, получал там повышение квалификации по исламским финансам здесь, в Рио, в той же самой вышке. Вот, и сейчас работаю специалистом по финансам в компании Норфинанс. Тоже здесь, в Казани находится, может кто-то знает. И мы сегодня с вами разберем такие вопросы, как халяльно зарабатывать, как копить, инвестировать по шариату, как создать капитал при невысоком доходе. Потому что ранее вот тоже задавали такие вопросы. Мы конкретные примеры тоже разберем, иншаллах. Разберем вопрос, как создать уверенное будущее себе, своей семье. И затронем такой вопрос, как распознать мошенников. К сожалению, вот такие случаи бывают. Люди по незнанию, из-за жадности вкладываются в какие-то сомнительные проекты. Но сначала давайте мы ответим на вопрос вообще, зачем мы сегодня решили проводить эту лекцию. Есть такая фраза, очень классная, очень мне нравится. Знание прежде дел. И по шариату мы обязаны изучить какое-то направление, которым мы хотим заниматься, прежде чем начать заниматься этим делом. То есть, если условно вы хотите начать инвестировать в акции, вы должны прежде изучить, какие акции можно покупать, как очищать доход, когда вы должны продать ту или иную акцию и так далее, и так далее. И вспомним пример с Умаром, рады Аллаху анхум, когда он сказал, что пусть не торгует на нашем рынке никто, кто не изучал фикх, то есть муамалят, то есть какие-то торговые отношения. Потому что если человек не изучил, не получил знания, то большая вероятность, что он попадет в грех. То есть он получит два греха. Первое за то, что имел возможность изучить и не изучил. Второе из-за того, что из-за незнаний он попал в грех. Многие люди задают вопросы такие, как что такое процент, почему он запрещен, как вообще исламские банки зарабатывают, если процент не дозволен. А процент, что это такое? Это просто математическая величина. То есть люди, задавая эти вопросы, показывают уровень своих знаний, то есть поверхностные знания. Но эти вопросы могут задавать люди разных типов. Кто-то искренне хочет разобраться, почему, что такое процент, как банки исламские зарабатывают. Кто-то такой тип людей, как исламофобы, которые пытаются сарказм включить или пошутить, беспроцентный займ, как они зарабатывают. И третий тип людей, которых я выделяю, это люди, которые, допустим, могут быть также мусульманами, но могут довольствоваться тем положением, в котором мы сейчас находимся, не придают важность и значимость исламским институтам, финансовым институтам, которые сейчас развиваются. То есть мы, как мусульмане, на нас фардуль кифая, то есть коллективная ответственность на нас всех здесь присутствующих есть, чтобы мы развивали альтернативу этому банковскому сектору, который работает не по шариату. То есть придумать альтернативу банковским вкладам, облигациям, кредитам и так далее, и так далее. На нас всех ответственность. И этот третий тип людей, с которыми, допустим, я встречался, которые
просто вот довольны этим положением, не хотят там ничего делать, свой вклад не хотят делать, могут даже не поддерживать какие-то исламские проекты, которые там развиваются. Кто-то там скринер акций там выпустил, кто-то исламскую карту выпустил, не понимают, начинают критиковать. То есть это опять-таки говорит о том, что наше братство, оно слабо развитое, нам нужно его укреплять. И то, что мы не углубляемся знаниями. То есть, а там разницы такие важные. И когда мы вот так небрежно относимся, то мы становимся, мы вообще входим в забвение. Аллах Тааля может пелену перед глазами сделать, гафлят это называется. То есть мы перестаем значимость придавать вот этим исламским знаниям. А кто в таком комфорте находится, Аллах Тааля может такому человеку сердце разбить. Но все, что происходит с мусульманином, в этом есть благо. И Аллах, Он разбивает сердца тем, кого любит. Удивительно, да? Аллах разбивает нам сердце, хотя Он нас любит. А с какой целью Аллах нам разбивает сердце? С целью, чтобы мы с вами просыпались ночами, вставали со своей теплой кровати, на ковре взывали к Аллаху и просили Его решить наши проблемы, чтобы мы вспомнили, что мы слабые, что решение всех наших проблем, которые у нас есть, они у того, кто создал эти проблемы для нас. Для чего, опять-таки? Для того, чтобы мы вспомнили, проснулись. Все проблемы возникают из-за того, что у нас недостаточно знаний. Вот если мы не обладаем знаниями, как мы можем себя защитить, свою семью? Все мы знаем про судный день, про спрос в могиле, про могильные муки и так далее, и так далее. Если мы не будем изучать, как мы себя защитим, свою семью. Поэтому нужно приобретать знания. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что праведный торговец будет в раю с пророками, шахидами и так далее. Да? Видите? А мы все сами торговлей занимаемся. Все, каждый имеет денежное отношение сегодня. Мы понимаем важность получения знаний. Если мы не имеем эти знания, большая вероятность, что мы можем попасть в риба. Риба – очень большой грех. Аллах в Коране объявляет войну за ростовщичество. По незнанию тоже в это можно попасть. Банковские депозиты, облигации – все это содержит в себе риба. Бывали случаи, кто-то ко мне подходит, говорит, я банковский депозит открыл, проценты получаю, я их на садак отдаю. Аллах благой только благое принимает. То есть человек не знал, сейчас, естественно, закрыл свои там депозиты, и харамом как бы садака не делать. Если харам заработал, ты как бы отдаешь на благотворительность, но без намерения на садака по ханафитскому масхабу. Просто избавляешься от этого харамного имущества. Мы понимаем важность приобретения знаний. Не дай Аллах, если кто-то в риба попал, да, он тауба должен делать и понимать, что если Аллах войну объявляет, кто против Аллаха выступит? Никто. Поэтому надо тауба делать и понимать важность приобретения знаний. А где эти знания приобретать? Вот здесь есть список разных проектов, разных личностей, я их вывел. Можно найти их проекты в интернете, загуглив, быстренько пройдусь про ним. Вот Шамиль Шавхалов, это профессор из Чечни, специалист по исламским финансам. В Телеграме блог ведет, комментарии открыто, пожалуйста, задавайте вопросы. Через Ctrl-F поиск в Телеграме можете находить разные подкасты, разные публикации и так далее, про закят и прочее, прочее. Ахмад Абу Яхья. Наверняка знакомы. На azan.ru есть курс «Бесплатные экономические отношения в исламе для начинающих». Пожалуйста. Все доступно. Есть Мурат Ляриба, на ютубе есть полезные видео, книга «Жизнесмен». Там, разницу между обычным банком и исламским банком объясняет. Человек большую часть своей жизни этим занимается. Есть Булат Малюков, внешний шариатский эксперт компании Нурфинанс и других компаний. Человек, который первый в России получил сертификат по международным шариатским стандартам АОФИ. Здесь, в Казани, находится. Потом «Золотой сундук». На ютубе есть классные мультики, короткие, которые можете смотреть и получить какие-то знания, поделиться с друзьями. Есть Мадина Калимуллина, тоже телеграм-канал ведет «Исламские финансы в России». Бесплатные ресурсы есть, допустим, да, не исламские. Открытое образование, это платформа такая, государство там поддерживает.
Есть различные курсы там, по маркетингу, по финансам, по вообще разным областям. Все тоже бесплатно. Допустим, от Высшей школы экономики, да, анализ финансовых рынков. Я этот вуз закончил, там обучение 500 000 в год стоит, 600 тысяч, 700, 800 тысяч, разные программы. Все это бесплатно есть. Даже от MIT, самый такой технологический крутой вуз в мире, их все, большинство лекций доступны тоже в интернете на английском, конспекты, лекции, семинары. Учите язык, учите пользоваться Гуглом, так сказать. Все доступно. Главное намерение, желание. Потом отдел ФЕД в ДумРТ, пожалуйста. Есть же горячая линия. Можно написать, позвонить, сходить офлайн, поймать устазов после лекции. Они же в мечетях здесь проводят разные уроки. Пришел на урок, послушал после урока, офлайн задал вопрос, контактами обменялся, спросить можно потом в Телеграм, например. Булат Мубараков тоже эксперт АОФИ, Кади Казани. Здесь в Казани, альхамдулиллах, в Татарстане столько знающих людей, надо просто выжимать, требовать знания. Возможностями всеми нужно пользоваться. Давайте на первый вопрос ответим, как халяльно зарабатывать. По шариату в основе все разрешено, кроме того, что запрещено. Очень много разных профессий, которые можно получить в будущем, если сами, допустим, считаем, что ой, мне поздно, я старый, чем мне переобучаться. Детям можно обеспечить такую возможность, чтобы они получили образование, получили профессию, могли удаленно работать, много зарабатывать. У меня был слайд, я, к сожалению, не смог его найти. Там были профессии, которые окупаются, так скажем. И там программирование, медицина и прочее, прочее. Это можно загуглить тоже, там, чату GPT. Можете задать вопрос, приведи мне список профессий, которые окупаются, грубо говоря. И что интересно, да, люди, которые на теологии учатся, то есть у них там минус окупаемость написано. Но мусульмане понимают, что мы-то инвестируем в ахират, садака не уменьшает имущество человека. Поэтому то, что в Дуне такая статистика получается, нам вообще все равно. То есть это не важно, что там они в этой статистике пишут. Прежде чем искать работу, да, заниматься каким-то делом, нужно знать основные запреты, которые есть. Коротко пройдемся. Запреты, значит, на некоторые виды деятельности, то есть очевидные вещи. Нельзя алкоголь продавать, табак, свинину, там харам мясо. Запрет гарантированного дохода, да, который это и есть как раз-таки риба, банковские депозиты, облигации, там привилегированные акции. Запрет на азарт, сюда казино можем отнести, опционы какие-то. Запрет на очень высокую неопределенность, туда фьючерсы относим. И обман. То есть, например, да, приведу примеры, накрутка подписчиков нельзя, самовыкуп нельзя делать на маркетплейсах, кто покупает. Ты вам условно знакомого можешь попросить, ну купи у меня. Это другое там уже дело, например. Ложную рекламу нельзя делать. Потом ипотека нельзя, рассрочка, которая есть на МВидео, DNS, Эльдорадо, Вайлберрис, Озон. Вот эти рассрочки, они не дозволены. Даже если они пишут, что без переплат, нет процента, в условии договора, договор идет как кредитный договор, и, допустим, проценты за вас может выплачивать другой, а не важно, кто платит. И нельзя быть соучастником в грехе. И маркетологи, да, они вот так и завуалируют, преподнесут, и мы из-за невнимательности, к сожалению, вот в грех можем попасть. Лизинг, там, рассрочка от Яндекс.Плит и прочее, обезличенный металлический счет. Многим, на самом деле, вот этим запретным инструментам сейчас есть халяльные альтернативы. Как найти работу, да? Очень просто тоже. Выписываем свои какие-то навыки, которые мы можем монетизировать. Есть много разных сайтов, где можно тоже поучить, попробовать какие-то профессии бесплатно. На Ютубе очень много всего есть. Есть там Яндекс, практикум у них есть бесплатные пробные эти модули, которые тоже можно пройти, чтобы понять, подходит мне эта профессия или нет. Студенты, да, если здесь студенты находятся, для подработки у вас тоже много возможностей есть. Там из финансового университета эксперты говорили, что студентам, да, сколько там, 18 лет школу только окончил, они рекомендуют уже сейчас на пенсию копить. Студентам 18 лет уже сейчас на пенсию копить. Надо копить, да, чем раньше, тем лучше.
Да, можно работать там СММщиком, бариста, кофе делать, продажами заниматься онлайн, консультант, продавец и прочее. Как подработка неплохо для начала. Вот. И учиться никогда не поздно, да? Даже если человеку 30-40, он может переобучиться, в какую-то профессию поучиться. Столько возможностей на самом деле. Как копить по шариату, что делать, если доход маленький? Прежде посмотрим на статистику. 70% населения России не имеет финансовой подушки, которой бы хватило на 3 и более, допустим, там 3,5 возьмем, месяцев жизни. Условно, человек потерял работу, не может ее найти, он не сможет жить более чем 3 месяца. Это учитывается статистика по всему населению России. То есть в России есть немусульмане, у которых уйма инструментов, которые они могут использовать, чтобы накопить себе на финансовую подушку и прочее. Банковские депозиты, облигации, прочее, фонды разные. У 70% нету финансовой подушки на 3 месяца. Мусульмане тоже в эту статистику как бы входят. И имея такие низкорисковые инструменты, как там банковские эти депозиты, облигации, да, они не пользуются этим, а мусульманам эти низкорисковые инструменты недоступны. Что нам делать? Альтернативу искать. Альтернатива есть, альхамдулилля. Вот стратегия, которую я рекомендую. Первое, это нужно иметь стабильный доход, то есть активный доход. Условно, у вас есть профессия. Вы там плотник, аналитик данных, вы там ремонт делаете, вы там плитку кладете, неважно. Главное, чтобы у вас была халяльная работа. Вы активно каждый месяц получаете денежный поток. Этот денежный поток вы используете, если у вас есть долги, погасите долги. Есть такой принцип 70-20-10. 70% своего дохода направляйте на свою жизнь, да, питание, аренда квартиры и прочее. 20% отдавайте на то, чтобы гасить свои долги, распределяйте там между людьми, которым, допустим, вы должны, да, обговорите с ними сроки, ежемесячный платеж условно, и 10% откладывайте. Сразу получили доход, 10% себе заплатили, отложили, чтобы вот из этого порочного круга, когда от зарплаты до зарплаты живешь, да, выйти. Если мы, допустим, сократим свою жизнь, жизненные расходы там, на 30%, там, или если долгов нету, да, на 10%, если долгов нет, все 30% на накопление отправляйте. Если мы сократим свои расходы на этот процент, мы разве сильно пострадаем? Мы там от голода умрем? Нет. Поэтому нужно просто начать откладывать. И вот так мы начинаем откладывать, проходит время. Мы сначала копим ликвидную подушку дома и никуда это не инвестируем. Дома под подушкой держим. Эту сумму вы сами определяете. Например, там 100 тысяч. Дома 100 тысяч держим, не дай Аллах, зуб заболел. Надо пойти срочно лечить. Хоп, достали, вылечили. Когда мы накопили эту первую сумму, дальше идем копить и куда-то, например, инвестировать. Но у нас всего 100 тысяч рублей пока накоплено. Мы входим в этот процент 70 людей, у которых денег нету на 3 месяца жизни. Нам не нужно сильно рисковать, идти там в акции или еще куда-то. Надо дальше копить. Вот сверх этой суммы, которую мы дома держим, можно использовать какие-то низкорисковые инструменты для того, чтобы инвестировать, копить и так далее. Вот я, допустим, работаю в Нурфинанс, я знаком с коллегами, Умар, да, ради Аллаху анхум, как говорил, человека можно узнать условно, если ты с ним выходил в сафар, в путешествие, если ты с ним имел торговые дела, и если ты с ним сосед. И я, допустим, знаю этих людей, я с ними работаю, я с ними намаз хожу читать, во время работы на мечеть идем, в сафари были и так далее. Альхамдулилля, все я узнал. Я, допустим, рекомендую, да, начинать копить на Нурфинанс. Есть там гибкая инвест-копилка, до 100 тысяч рублей можно копить, и там в течение 3 рабочих дней написали менеджеру, он вам вывел, если понадобилось. Да? Это плюс к вашему гибкой подушке, которая дома. Как только вы и эту сумму накопили, вы начинаете еще больше копить, дольше копить, какую-то долгосрочную копилку, допустим, открываете и начинаете копить. Дальше в слайде об этом будет, да. Я вот рекомендую начинать копить на умру, потом начинать копить на хадж, потом начинать копить на нисаб. Вот давайте статистику проведем. Никто пусть не стесняется.
кто выплачивает закят, он наоборот пусть публично выплачивает закят для того, чтобы стимулировать других тоже выплачивать закят. Вот, пожалуйста, поднимите руки, кто выплачивает закят. Кто в 2025 заплатил закят? Руки поднимите. Мало людей. Я вот посчитаю, раз, два, три, четыре, пять. Ну, мало, в общем. Значит, кто может сказать, нисаб сколько составляет, чтобы закят платить по золоту? Да, около 700 тысяч. По золоту сказали 85 грамм примерно. Это где-то 720 тысяч рублей. Думаю, РТ 720 тысяч рублей сказал. То есть 720 тысяч рублей у нас должны год лежать без дела. Это наша финансовая подушка. Год лежит, мы ее не трогаем. Теперь поставьте себе цель накопить себе сначала, допустим, на хадж. Вот 5 столпов ислама сегодня на хутбе на джума говорили, да? Первое шахада, второе намаз. Все 5 столпов ислама, если мы будем выполнять, это же такое благо. Пост держим, хадж сделаем тоже, иншаллах, закят выплачиваем. Вот поставьте себе цель начать копить на хадж. 500 тысяч рублей условно стоит, да? Накопили на хадж, хадж совершили, фард выполнили. После совершения хаджа поставьте себе цель накопить на нисаб по золоту. 720 тысяч рублей. Это уже будет ваша финансовая подушка. Вот я говорю, лучшая финансовая грамотность – это уметь выплачивать закят. И в теории, и в практике, чтобы мы умели выплачивать закят. Потому что, когда закят мы считаем, там и долги учитываются, которые, допустим, да, в формуле участвуют. Наша религия, альхамдулиллах, это рецепт счастливой жизни в дуня и в ахира. Все. Сейчас про квартиру тоже будет, иншаллах, как накопить. Значит, первое, накопили на хадж, хадж совершили, столб закрыли и начали на нисаб копить. Все фарды, все 5 столпов выполнили, альхамдулиллах. По мере накопления вот этого капитала можно уже начать какие-то другие инструменты рассматривать, там те же самые акции, но поучив знания опять-таки, потому что акции рискованно. Вот я учился в магистратуре, в бакалавриате, писал дипломную работу про акции на российском фондовом рынке, про паевые инвестиционные фонды в России и так далее, и так далее. Я сам очень мало инвестировал в акции. Я вот сам продолжаю копить там, условно, на квартиру, на хадж и прочее, прочее. Не нужно рисковать. Сначала создайте капитал. Вспомните статистику. 70% населения России не имеют финансовой подушки на 3 месяца жизни. Идем дальше. Как я сказал, лучшая финансовая грамотность – это уметь выплачивать закят. И задайте себе вопросы. Я знаю, как выплачивать закят. Ты платишь закят? Есть ли у тебя нисаб? Нету? Вот этим давайте сначала займемся. Вот, как говорю, да, поставьте цель накопить на. Первое, опять-таки, к сожалению, у многих людей есть долги. Тоже поставьте себе цель погасить эти долги. Принцип 70-20-10. Вот это применяйте. Книжка есть «Самый богатый человек в Вавилоне», тоже прочитал, прикольно, простые рецепты. Вот этот принцип используйте. 70-20-10. Начните на хадж копить, на нисаб накопить, на умру тоже можете накопить. Вот прежде чем совершить хадж, я вот советую тоже умру сделать, 100 тысяч рублей можно. Можно за 70 тысяч даже умру сделать. И ты во время хаджа будешь более спокойно себя чувствовать, потому что ты уже местность увидел, ты какие-то обряды, которые и в хадже присутствуют, ты уже во время умры совершил, ты будешь более спокойно себя чувствовать. И после того, как вы вот это, иншаллах, сделаете, начните на квартиру копить. На квартиру, машину и так далее. А у нас, к сожалению, люди начинают там на машину копить, имея возможность, точнее, машину покупать, имея возможность там хадж совершить. Это не совсем корректно. Потому что ты имеешь возможность фард выполнить. Выполни фард свой. Так лучше. Инвестиция в ахират. Мы инвестиции ищем, смотрим, а про ахират забываем. Лучше в ахират инвестировать. Ищите новые способы заработка, но не забывайте про духовность. Вот условно, человек работает учителем в школе. У учителей заработная плата невысокая. Но все равно можно при низкой заработной плате все равно потихоньку откладывать. Начни репетиторствовать. Повышение квалификации сделай. Если ты более квалифицированный, да, значит у тебя, как репетитора, час стоит дороже. Бери групповые уроки, делай. Начинай откладывать и больше зарабатывать условно. Пример. Наши бабушки, которые условно, вот реальные примеры, они доярками работали.
всю жизнь дояркой работать, но почему-то у наших бабушек деньги были, капитал был, они своим детям помогали, которые в городе живут. Как так? Она доярка, он там крутой специалист, но она ему помогает. Это любовь ради Аллаха, и человек копит. Самый главный навык – это именно откладывать, знать свои доходы, расходы, отслеживать вот это все в цифрах. Когда видите, вы уже берете свою жизнь за руки. Раз в месяц, раз в неделю, если есть возможность, каждый день отслеживайте свои расходы, доходы. Планируйте это все. Вон наши бабушки, доярки, лучше нас финансы знают. Ты можешь из-за имущества, из ислама даже выйти. Если у человека намерение страдает, сердце страдает, он из-за имущества вообще из ислама может выйти, субханаллах. Надо в дуа просить, чтобы Аллах вам дал баракят в рызке, чтобы от куфра, ширка защитил нас. Очень много примеров знаю. Вот условно, один человек, он зарабатывает халяльно, 100% его заработок. Халяль. Но он зарабатывает меньше, чем бизнесмен, который условно большие дела делает. Но у этого бизнесмена, к сожалению, из-за того, что не исламская система существует, кредиты и прочее, ему приходится брать кредит под 20%. В риба попадает. У кого положение лучше? Мы не говорим, что он там в ад попадет и так далее. Просто, да, мы понимаем, риба запрещено, нельзя брать кредит. Но он в такую ситуацию попал, его зажали. Условно, чтобы не подвести там партнеров и прочее, попадает в такую ситуацию. Но тауба все решает. Ислам, вот сегодня тоже на хутбе что говорили? 10 лет, да, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал только к шахаде. Потом только намаз, потом пост, закят и так далее, и так далее. Постепенно. Если у человека есть намерение, если его бизнес полностью на халяле рельсы не встал, если намерение есть, он сделает это, иншаллах. Потом долг. Если у нас есть долг, не дай Аллах, человек с долгом умер, человек в рай не попадет, пока долг не выплатит за него, условно, да? Там есть другой риваят, что если человек умер с намерением, да, погасить этот долг, Аллах поможет ему погасить этот долг. Субханаллах, тоже знаю много разных примеров, где один мусульманин другого мусульманина, к сожалению, там, может, обманет, деньги не выдает и так далее, да, хотя должен. Есть мусульмане, которые вообще много зарабатывают. 2 миллиона, 3 миллиона в месяц, 10 миллионов в месяц зарабатывают и больше. Они закат не хотят выплачивать. Просто вот есть люди, которые думают, что то, что они заработали по причине своего трудолюбия и так далее. Мы забываем то, что закат вообще не нам принадлежит, вообще нам ничего не принадлежит, все Аллаху принадлежит. Ты закат обязан выплачивать. Другая проблема, что некоторые люди, у которых деньги есть, они, допустим, даже если выплачивают закат, да, они хотят именно на определенную вещь деньги дать. Условно, в мечети нужен ремонт, или студентам нужно книжки купить, но он говорит, я хочу деньги отдать только на ковер, а ковер новый в мечети. Зачем мечети 2 ковра? Отдай деньги, пусть распределят туда, куда нужно. Нет, мне нужно именно так. Это не наше. Какие варианты инвестиций вообще есть? Вот, как я раньше сказал, да, берем намерение сначала выплатить долги, сначала наши обязательства перед Аллахом закрыть, умра, хадж, нисаб, все 5 столпов, чтобы мы выполняли, накопить какой-то капитал. Вот нисаб — это уже классная финансовая подушка. После этого, иншаллах, можно уже рассматривать там разные виды инвестиций. Вот недвижимость. Там 1 300 000 в регионах стоит, 2 миллиона. Но и не у всех есть 2 миллиона. Эти 2 миллиона нужно же сначала накопить через низкорисковые инструменты. Валюта. Валюту можно покупать и сейчас, там, доллары, евро, если даже курс скачет и так далее. Если систематически закупать, средняя, значит, стоимость валюты усредняться будет, нормально будет. Даже если растет, падает, систематически по каждый месяц, например. Потом золото, серебро. Вот обезличенные счета не дозволено покупать, потому что золото из рук в руки нужно. Ну, есть разные там золотые монеты и прочее. Можно попробовать такое тоже покупать. Обыкновенные акции можно купить. Тоже нужно отслеживать
что халяль, что харам. Вот в Казани есть приложение Сахих Инвест называется. Тоже скачали, попользовались. У них тоже статьи есть разные, можете ознакомиться. Паевые инвестиционные фонды разные есть, но я, честно, таких прям сильных фондов не знаю. Есть там Атак Барса, паевой инвестиционный фонд, Лале называется. Тоже можно рассмотреть, попробовать с небольшой суммы. Вот я все это рассказываю, да. Есть еще риваят, да, в мечети рекламу делать нельзя. Это тоже не реклама. Есть другой риваят, что тот, кто скрывает знания, тоже вот в плохом положении. Если к тебе человек обратился, условно, ты там боишься, что, я сейчас про конкурента расскажу ему, мне невыгодно говорить, а ты знания скрываешь, твое положение тоже плохое, загугли, что там передается, в каком положении ты можешь оказаться. Если к тебе человек обратился, не скрывай, поделись знаниями. Ты закят со своих знаний тоже должен давать. Кто указал на благое, получит такую же награду, как человек, который сделал это благое дело. А твой риск, он предопределен. Если ты боишься, если ты плохо думаешь об Аллахе, то, что ты об этом расскажешь, твое от тебя уйдет, у тебя с убеждениями проблема. Можно вот халяльные аналоги использовать вместо вкладов, депозитов. Чужой бизнес какой-то, да, инвестировать по шариату. Вот чужой бизнес, очень много рисков. Очень много рисков. Да, мы там можем знать брата и так далее. Очень аккуратно нужно это все смотреть, анализировать и так далее. Вот давайте поговорим, как распознать мошенников. Вот в Татарстане случай был с Финика. Я их видео посмотрел, так уверенно какой-то бред рассказывают. Но высокая доходность, жадность людей это губит. Там из Дагестана был проект Динар тоже. Машаллах, субханаллах, такие рилсы классно снимают и так далее. 2 миллиарда рублей собрали с людей, все исчезло. Доходность зато высокая, все, что происходит. То есть, как распознать мошенников? Если доходность больше 20%, это уже повод задуматься. Это не гарантирует, что они мошенники. Нет, просто более внимательно изучи, как дополнительная доходность возникает, что они делают, на чем они зарабатывают. Отзывы почитай. На сайт Центрального банка зайди, cbr.ru. В поиск вбиваешь название организации и выходит информация. Вот взять тот же самый Динар. До того, как все там вышло наружу, уже Центральный банк их в список поместил, признаки финансовой пирамиды. Ну и зачем туда залетать, если профессионалы, которые сидят там, да, признаки такие приписывают им. Финансовую отчетность можно посмотреть, состав руководства. Очень много людей сайты компаний просто не изучают. Вот даже у нас бывают часто задаваемые вопросы, да, у нас на сайте есть руководство компании, шариатские эксперты, внешние, внутренние, чем мы занимаемся и так далее. Люди не читают сайт, к сожалению. Ну, почитай, там все есть, посмотри немножко. Состав руководства, где учился, какие регалии есть и так далее, и так далее. Время работы, как долго на рынке, 5 лет работает, 3 года работает. Вот это все такие сигналы. Входят ли они в какой-то список, да, по каким принципам работают и так далее. Шариат направлен на защиту вот этих вещей. Вещи, назовем их так. Цели назовем лучше. Шариат направлен в первую очередь, чтобы защитить наш иман. Не дай Аллах, пусть Аллах всех нас защитит от куфра. Если человеку миллиарды рублей сказать, 20 миллиардов рублей человеку скажут, да, дадут тебе сейчас от ислама это, выйди, отойди, не будь мусульманином. Ну, адекватный раз согласится? Нет, конечно. Но история показывает, что были такие случаи. Люди отказывались от ислама, чтобы сохранить свой титул, свои земли, свою усадьбу, свое положение. Второе, на что направлен шариат, это защита жизни. Условно, если человек в пустыню попал, ему там, чтобы дойти до ближайшего пункта, где есть вода, нужно там условно съесть свинину. Он съест свинину, ему нужно сохранить свою жизнь, но ровно столько, сколько он оценивает, чтобы дойти до ближайшего пункта, чтобы воды попить. Разум. То есть мы не должны подвергать свой разум
таким вещам, которые нас делают так, чтобы мы осознанность нашу теряли. Вот это вот криптовалюта, акции тоже, бывает такое. Не все, конечно, но в это легко попасть, вот этот в азарт войти. Если ты уже рассудок теряешь, все, не надо тебе этим заниматься. Шариат также направлен на то, чтобы потомство защитить. И здесь вот правильная иерархия идет. То есть потомство кто? Дети наши и так далее. И дальше только идет имущество. Шариат направлен, чтобы имущество наше защитить. К сожалению, часто бывает такое, что мы, как мужчины, переживая достатки своей семьи, можем уехать в какие-то страны, далекие места, чтобы заработать денег, чтобы прокормить семью и прочее, прочее. Да, бывают такие случаи. У меня отец сам тоже. У нас денег не было, чтобы хлеб купить завтра. Мы думали, 2 семьи не знали, где хлеб купить. Отец там на заработок и тогда, но навещал. Есть такие ситуации, но бывают такие ситуации, когда человек неправильно оценивает свое положение. Он не голодает и так далее, но он чрезмерно как-то хочет зарабатывать, но при этом думает, что он из-за необходимости там переселяется, зарабатывает, то есть оставляет свою семью, дети остаются без воспитания. Если ты воспитанием своих детей не занимаешься, кто будет их воспитанием заниматься? Тоже очень важно. То есть мы не должны вот эту иерархию путать. Имущество выше потомства, выше своей семьи не нужно ставить. Детям иногда нужно просто наше внимание, даже не иногда, а часто. Лучше меньше зарабатывать, но больше времени с семьей проводить. С женой, с детьми, их религии обучать. Вот дети, инвестиция, самое лучшее в ахират. Пусть он хафизом станет, в судный день корону на вас наденет. Фатихи научите его, каждый его намаз вам будет инвестиция идти в ваш ахират. Вот самое лучшее садака джария, благое воспитание дать, благой нрав. Опять вернемся к этим истинам, да? Что я рекомендую? Первое, накопите на умру. Накопите на хадж. Кто будет копить на хадж, инвестируя в акции, когда они вот так вот скачут? Недавно, что там на крипторынке произошло? На 70% крипторынок упал, человек потерял все свои деньги, суициды и прочее, прочее. Диверсифицируйте, начните с малого. 70% населения России не имеют подушки на 3 месяца. Надо низкие рискованные инструменты использовать. Умра, хадж, нисаб. Вот это сначала цель поставьте, потом уже накопите на квартиру, машину, образование детей, садака джария делайте и прочее. Вот про садака джария говорить. У нас в Нурфинанс братья вот из Татарстана показали очень классный пример. Несколько лет назад они такую инициативу сделали. Собрали 500 тысяч рублей, чтобы это был пассивный доход, ежемесячно доход вводится на карту им, и они это пересылают имаму, который работает в Арске. То есть ты, допустим, 5 тысяч отдал, в моменте все потратилось, ты награду 1 раз получил. Они 500 тысяч собрали, каждый месяц эти 500 тысяч генерируют доход. Иншалла, допустим, да, этот фонд садака джария, да, который просто физлица сделали, да, обычные братья. Через 2-е поколение, 3-е, 4-е будет продолжать, да, вот эта инициатива благое. Садака джария, вакф. Вот они собрали, инвестировали, и каждый месяц они в телеграм-канале отчет публикуют. И я вот тоже с братьями решил, давайте тоже сделаем, соберем там 500 тысяч, миллион соберем, пусть эти деньги работают. Я, не дай Аллах, завтра умру. Значит, это дело продолжит, допустим, из этой инициативной группы другой человек. Тоже, если ты вложил это, допустим, в Нурфинанс, доп. Соглашение подписал, все, другой человек выгодоприобретателем становится, дальше, да, это садака джария инвестирует куда-то. Вот она инвестиция в ахират правильная. Вот Татарстан, субханаллах, то здесь столько на самом деле возможностей есть, чтобы и знания получить, и инвестициями заняться. Надо пользоваться этим. Вот я в Баку родился, я очень сильно расстраивался, когда с азербайджанцами какими-то сталкивался, которые, допустим, вот 2 человека спорят, один из них не прав, оба клянутся Аллахом, что каждый из них прав. Но кто-то из вас не прав точно, вы Аллахом клянетесь. Но потом я познакомился с другими там, соблюдающими братьями, тогда все на душе так радостно стало. Не стыдно становится там за земляков и так далее. Мы как мусульмане, воистину верующие братья. Мы себя должны хорошо чувствовать среди мусульман, будь ты в Малайзии, Индонезии, в Татарстане, в Азербайджане, неважно. Мы мусульмане, все братья.
на другой конец света пойдешь, все, ты на джума чувствуешь себя, ты джума одинаково везде читаешь. Недавно тоже с семьей ездил на рынок условно, да, намаз нужно читать. Коврик дали, супруга там ребенка кормит, стул подали. Вот оно братство. Как я говорил, наша с вами ответственность коллективная заключается в том, чтобы мы создали инструменты для того, чтобы бороться против вот этой куфарской системы банковской, чтобы альтернатива была банкам, депозитам, облигациям. Фардуль кифая, на каждом ответственность. Допустим, компания Нурфинанс ведет джихад тоже на этом пути. Условно, сегодня тоже на джума говорили, да, про важность джихада. Джихад разным бывает. Есть на поле боя джихад, есть джихад, допустим, в финансах, в СМИ, в соцсетях есть джихад и так далее. Джихад со своим эго, нафсом. Это тоже одно поле, где нужно сражаться. Пусть каждый свой вклад сделает определенный. Как я говорил, как распознать мошенников? Чтобы, значит, знать человека, что нужно, вот передается, да, по торговым делам, по соседству пути. Мусульмане сейчас не любят друг друга. Мы любим друг друга, но мы как-то закрыты. Мы не знакомимся друг с другом, мы друг друга редко в гости домой приглашаем. Вместе редко сидим за одним столом на полу и так далее. Я, допустим, вот случайно устроился в компанию Нурфинанс, там порекомендовали и так далее. Я вот работаю с коллегами, машаллах, я так рад. Халяль доход, важную работу, миссию выполняешь, видишь, в чем польза. С коллегами сидишь в офисе, намаз наступил, пошли в мечеть, прочитали. Я 20 лет жил в Москве, переехал полгода в Казани, жил. И сейчас там по семейным обстоятельствам в Москву вернулся, сейчас там временно живу. Но за это время, да, я вот по торговым делам узнал этих людей, по соседству узнал и по пути. То есть в сафар вместе выезжали, там в Кабардино-Балкарию поехали, очень классное время провели. Это простые люди, за этой компанией люди стоят, такие же мусульмане, как мы. Есть там интервью с Эльдаром, есть там выступление Айрата и так далее. Мы друг с другом должны знакомиться. Можно написать, договориться, встретиться, в офис приехать и так далее. Это люди, семьянины и так далее. Если мы друг друга узнаем, вот я пришел тоже даават делать, в мечеть пришел, рассказывать про это. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на рынке ходил, даават делал. Сейчас кто из нас готов на рынок пойти даават делать? Столько на рынке людей, мусульман, которые не по шариату ведут дела. Этнические мусульмане, допустим, и алкоголь продают, и музыку включают, и прочее. Кто из нас сейчас готов завтра на себя вот эту коллективную ответственность взять, да, порицать порицаемое, пойти даават делать этим людям на рынке? Вы попробуйте чисто для эксперимента вот дааватом заняться, на рынок сходить, даават делать. Тут я долго не буду зацикливаться, да. Я, как сказал, да, рекомендую копить на умру, хадж. Вот альтернатива банковским вкладам. Где получать знания, тоже сказал. Изучайте. Вот чем компания занимается тоже там. 50% собранных средств на недвижимость отдает. Да? Допустим, нет у кого-то из вас там 3 миллиона, чтобы квартиру купить, или там 1,5-2. Вот так суммируется, допустим, все, кто здесь сидит, по 5000 рублей скинулись, собрали определенную сумму, пошли, купили квартиру, сделали в ней ремонт, продали с наценкой, эта наценка между всеми распределилась. Машину купили, спецтехнику, стройматериалы, вот торговлей мы занимаемся. Просто совместно. Вот коллективная ответственность. И даем возможность мусульманам копить. Открывая инвесткопилку, допустим, да, делайте намерение не просто себе только накопить, пусть мои деньги на пользу другим мусульманам тоже идут. Вот из этого 70% статистики давайте начнем выходить. Нам нужны образованные мусульмане, нам нужны мусульмане, которые будут разбираться в финансах, будут закят платить и так далее. Но самое главное, что с намерением хотеть разбогатеть, да, мы духовно были тоже богаты. Чтобы мы не предпочитали купить машину вместо того, чтобы хадж сделать, а сначала хадж сделали, иншаллах, а потом уже машину купили.
долг перед Аллахом выполнить. Условный, да, я вот говорю, но разные ситуации бывают. Это я так чисто для понимания, чтобы вы уловили мысль. Вот, допустим, на доходность компании можно посмотреть. В какие-то годы она была там 30%, 25%. Как я говорил, проценты математическая величина, надо понимать суть, источник происхождения этого процента. Каким образом он был заработан? Халяльно, либо харамно и так далее. А то проценты запрещены, субханаллах. Базовые вещи мы должны изучить. И уметь объяснить это другим людям. Вот все, кто здесь сидит, иншалла, там презентацию вам скинут и так далее. Вы знания, которые получили, закят с этих знаний уже должны тоже давать, иншалла, да? Расскажи там другому, укажи на благое, получи такую же награду. Рассказывайте, как мусульмане друг с другом познакомьтесь. Вместе вот этот фардуль кифая, джихад против ростовщичества нужно делать. Я текст какой-то читал, не помню где, к сожалению. Там говорил, что тот, кто сегодня не говорит про ростовщичество риба, тот умму предал. Тот, кто риба занимается, подобен тому, кто перед Каабой, не буду дальше говорить, хотя загуглите тоже. Вот такие, субханаллах, риваяты от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, передается. Доходность чуть-чуть падает, но, опять-таки, доходность не главная. Самое главное, вспоминаем, что по шариату мы должны защищать. Иман, жизнь и так далее, и так далее. Имущество надо сохранить. Не нужно в рискованные какие-то вещи идти, не выйдя из вот этой, условно, ямы, где у нас нет финансовой подушки, куда-то идти, где большую доходность предлагают. Надо сначала копить. Накопи на хадж, накопи на нисаб, начни закат выплачивать, все фарды выполнять. 70% людей не могут накопить на 3 месяца жизни. Повторю еще раз, да? Начните копить на умру, хадж, нисаб, потом уже на квартиру, машину. Это, в принципе, все параллельно тоже можно делать. Просто по приоритету нужно правильно расставить. Тут презентацию кому скинут, тут посмотрит, подарок условно. Все, на этом, наверное, я закончу, что хотел сказать. Если у вас есть вопросы, иншаллах, можете задавать. Да, вот, давайте вы сначала. Движение денежных средств показываем, если запросим. Иншаллах, покажем. Вот, допустим, у нас компания покупает недвижимость в Росреестре, да, имущество же, недвижимость. Пожалуйста, какое имущество в наличии, тоже можно скинуть. На Авито какие выставлены, да. Ответ да. Вообще, по шариату у вас есть право узнавать это. То есть тут уже зависит от того, насколько они там делятся, не делятся. Это лучше вот перечень, список я кого перечислил, да, у них тоже можно узнать, иншаллах. Спрашивают, кэшбэк халяль или нет. Очень тоже вопрос такой на сложную тему. Разные есть мнения. Тоже нужно смотреть источник происхождения этого кэшбэка и так далее. Вот я, допустим, пользуюсь исламскими картами. От Акбарс есть, от Тинькофф есть. Я их открыл, семья открыл. Остальные я сначала как дурак закрывал, а потом просто нулевой баланс сделал и все. Чтобы выводы, есть что, там, с одной карты на другую. Вот. Я, допустим, сам кэшбэк стараюсь не использовать. Там есть разные мнения. Тоже вот список, перечень я у кого знания получать. Да, через поиск однозначно, но есть и неоднозначные вопросы. Очень сложно источник происхождения выделить. Там такие нюансы, дебри и так далее. Я сам лично, чтобы голову свою тоже не ломать, просто вот не пользуюсь. Но там разные мнения есть. Еще вопрос? Да. Там вот слайд был, что все 100% вкладов защищены залогами. А залоги можно брать? По шариату можно залог брать, да. Условно, ты кому-то продал машину по мурабаха, он тебе частично оплачивает. Эта же машина, условно, может быть залогом. Если он не смог выплачивать, ты ему говоришь: брат, ты уже 3-й месяц не можешь выплачивать. Что можем сделать? Как ты можешь погасить долг? Он говорит: да, брат, не могу. Давай машину продадим, она стоит на рынке 1 000 000, мой долг перед тобой 700 000. За 1 000 000 продали, 700 000 он отдал, 300 себе забрал, потому что машина его.
Да, вот у вас был вопрос. Сейчас. Давайте мальчик, потом вы. Спрашивают, биткоин халяль заработок или нет. Я не знаю, не могу сказать. Это тоже вот список этих источников, пожалуйста, изучайте. Я про биткоин вообще криптовалюты не комментирую. Вопрос, слышу разные мнения, но от этого еще больше недоумений возникает. Налог платить государству, в котором мы живем, есть мусульмане, которые говорят, чуть ли вообще там категорически допустим, но есть, к которым я отношусь, мусульмане, которые здесь живем, платят налоги. На ваш взгляд, платить надо налоги? Меня спрашивают, нужно ли платить налоги там, в стране, в которой живем, там разные мнения, задают вопрос. На мой взгляд спрашивают. У меня вообще нет своего собственного мнения. Я вообще никто. Есть шариат, есть муфтии, ифта, кто окончил и так далее, дают фетвы. Где можно про это прочитать? Вот список я дал. azan.ru, askimam.ru, askimam.org, Дум.РТ, отдел фетв, другие какие-то источники. Ищите, анализируйте. Вы еще не прочитали, да? Я читал, просто я никто, чтобы говорить. Я не могу фетв выдавать и так далее. Я делюсь своими такими фарду-ляйн знаниями и так далее. Еще вопрос? Как еще раз? На квартиру как копить? Смотрите, вот я как говорил, да, в Татарстане, альхамдулиллях, возможностей больше, чем в других регионах. Вот как мне сказали из духовного управления, да, братья и так далее, вот социальная ипотека, которая в Татарстане есть, как я знаю, ее сделали по нормам ислама. Можно туда попробовать, да? Вот Дум.РТ тоже звоните, спрашивайте, как, что, как это работает. Вот социальная ипотека, один вариант попробовать. Именно в Татарстане. Другие регионы я не знаю. Альхамдулиллях, в Татарстане ученые работают, муфтият работает, да, делают, инструменты создают. Другой вариант, как копить на квартиру. Моя семья копила на квартиру там 15 лет. Мы просто откладывали. Вся семья скидывалась. Мама репетитор, папа обувь продает. Я там тоже репетиторствовал, сестра репетитор. Всей семьей просто скидывались, копили 10-15 лет. Вот так копить на квартиру. Стараться активно свой доход увеличить и так далее. Но в моменте кто может много заработать? Это большие риски. Через терпение, через усердие, иншаллах, можно. Вот я такой рекомендую, безопасный вариант. Давайте вопрос. Долгосрочная инвесткопилка без лишних рисков. Это халял? То есть без рисков это халял? Без риска, по шариату без риска нельзя зарабатывать. Риск без лишних рисков. То есть риск может быть, да, сверхриск, как бы это сверхриск сопровождается сверхдоходностью. Но по шариату без риска нельзя зарабатывать. Риск он везде есть. Там тот же самый Сбербанк, то, что гарантирует доход и так далее и прочее. История России тоже, какие-то сберкнижки, да, не могут там оплатить до конца и так далее. Риск всегда есть. Просто в условии договора нельзя прописывать, что ты гарантированный доход получаешь. Это вот нормам ислама не соответствует. Да. Они тоже с риском, но просто условия договора, они как бы гарантированно дают, это не дозволено. Да, вопрос? Так, ну я тафсир этого аята, к сожалению, не помню. Там, может быть, говорится про людей, которые копили, не тратили на путь Аллаха, может, они закят не выплачивали и так далее. Человек, если просто копит, он свои обязанности по исламу выполняет, да? Он закят платит, он хадж выполнил, если накопил на эту сумму. Если он садака делает и так далее, да? Ну, вряд ли он в эту категорию попадет, намерение. Вот так могу ответить. Свои обязательства по шариату просто выполнять. Как еще раз? Не, вы можете хоть 50 миллионов, 500 миллионов накопить,
Если вы свои обязательства выполняете, все, к вам вопросов нет. Еще вопросы? Как копить в условиях инфляции? Даже если инфляция 10%, вы начинаете копить с инвест-копилок условно, у которой доходность 5-6%, это лучше, чем 0. Ваша задача именно накопить. Капитал создать. Когда у вас будет там 3-5 месяцев финансовая подушка, начните что-то более доходное искать и так далее. Это вот заблуждение, которое, если я не начну сразу в моменте зарабатывать больше, чем инфляция, мне вообще вовсе не нужно откладывать, копить, что ли? Ну, есть инфляция, и что? Откладываем, копим, работаем, инвестируем безопасно. Сначала капитал создать. Ну, пусть есть инфляция, и что? А в чем разница акций, привилегированных акций и облигаций? Что из них халяль? Спрашивают, в чем разница облигаций и привилегированных облигаций? По облигациям тоже фиксированный доход, по привилегированным акциям тоже есть определенные фиксированные, так сказать, плюшки. Вот доходность, дивиденды, и когда, допустим, банкротство происходит, да, очередность какая-то при получении имущества, разделении имущества, это тоже не по нормам ислама. Но есть обыкновенные акции, которые по, допустим, финансовой отчетности, по международным шариатским стандартам АОФи, определенным критериям, да, по такому вот этим шариатским соглашением, компромиссным каким-то решением, да, которые через иджма, ну не иджма, а вот просто идждихад, через усердие современные ученые, да, вынесли по международным шариатским стандартам АОФ, есть определенные критерии, по которым можно акции покупать. Но и опять-таки, лучше копить пока, работать, копить, потом акции. 2 миллиона накопи, потом про акцию думай. Угу. Есть вот статьи на azan.ru, есть выдержки из международных шариатских стандартов АОФи, есть опять-таки, да, вот лекции. Курсера есть. Ну вот есть книжка «Исламские финансы», Таки Усмани, автор, askimam.org, различные там фетвы тоже написаны. Вот этого пока даже достаточно, чтобы начать. Вот этого русскоязычного контента пока достаточно. Главное вот это пока начать изучать, начать. А там уже вопросы появляются, тоже можно этим людям задавать. Кредит без процента – это харам. А где такой кредит взять? Ну, смотрите. Надо читать условия договора. Если кредитный договор содержит там штрафы, пени и так далее, нужно изучить. Вот договор скачайте, отправьте, почитаю, скажу. Есть вопросы еще, братья? Все, вопросов нет. Баракаллаху фикум. Бисмилля, алхамдулиллах, салату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва фикум баракаллах. Пусть Аллах будет вами доволен, пусть эта лекция будет полезна для вас. Выплачивайте закят знаний, делитесь знаниями, получайте знания. Баракаллаху фикум. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллах.